Всем салют! Здесь на телеканале Якутия-24 вас приветствует передача «Эрудит». Сегодня за третье место борются участники, которые прошли тяжелые испытания, интеллектуальную игру нашу. И с 15-й школы нас приветствует Анастасия Федорова, а с Якутского городского лицея Никита Ильичев. Ребята, вы готовы? Да. Да. Прежде чем они покажут лучший свой результат на арене «Эрудита», хотелось бы сказать, что любой из вас может быть лучшей версией себя. Для этого достаточно интересоваться новым, читать книги, заниматься спортом. Очень много советов дали нам сами ребята. Обязательно смотрите предыдущие выпуски передачи «Эрудит», чтобы узнать, как стать умнее. Вообще, среднее число по IQ-тесту около 90-110. Я лично не проходил, но мы с ребятами уже поговорили, что, оказывается, это модная штука, кто-то проходит, у кого-то 110, 120. По миру рекорд 228. То есть есть такие люди, которые значительно умнее, чем мы с вами. Я скромный ведущий, я здесь ни на какие регалии не претендую интеллектуальные. Сегодня мы проверим, насколько ребята много знают в разных рубриках. Рубрики самые интересные. И, конечно же, делается все не просто так. Во-первых, им самим интересно. Во-вторых, у нас есть классные призы. Тот, кто победит сегодня здесь, в этой двойке, и займет третье место, он получит приз. Пробный доступ на ресурс Ростелеком лицей, а также, конечно, все получат у нас приз от Винк и грамоты, которые подтверждают, что они здесь, на телеканале Якутия-24, боролись, отвечали на вопросы и показали лучший результат. Давайте проверим, ребята, ваши орудия боевые. Работают? Да. Да. Готовы? Да. Да. Вперед. Пожмите друг другу руки, пожелайте удачи. Я надеюсь, что наши сегодняшние вопросы не оставят никого недовольным. Поехали. Сначала у нас разминка. Легкие вопросы. Ребята отвечают. Я думаю, что тут сложности не будет. Жидкий металл. Галий. Нет. Который очень известен, он у нас есть, например, в градусниках. Этот. 3, Как он 2. называется? Ну, есть такой супергерой, он очень быстро бегает. Все. Никита, есть возможность. Ртуть. Ртуть. Засчитываем. Боже. Настоящая фамилия Максима Горького. Горький – это псевдоним. Тогда очень много писателей брали псевдонимы, но Горький. Есть? Нет. Пешков. Дальше. Как называется одним словом растительный мир? Окружающая среда. Одним словом. Как ты Одним окружающая среда слита? Флора. Флора, молодец. Совокупность выразительных средств в творчестве художника. А еще сегодня такой сленг есть. Человека так можно называть. Он, а у художника это есть в руке, например. Палитра. Палитра, да. Какая птица, потеряв одну букву, становится самой большой рекой в Европе? Есть птица. Если одну букву убрать, получается река. Первую букву, если убрать, у этой птицы название, Я становится помню, река. кажется. Первую букву назовите. Очень тонкий ход. Нет. На этом, например, на этой реке стоит Самара, например. 3. Машина такая еще есть. Волга. Да, а птица? Нужно птицу назвать. Иволга. Иволга, молодец. Какой город назван в честь самой большой птицы? В России, город в России. Я вот... Орел. Да. Как написать слово «мышеловка» всего 5 буквами? Вопрос на логику. Что за есть? Я помню, кажется. Что за самая древняя в мире мышеловка в 5 букв? Какая это такая мышеловка? Кошка. Кошка, 5 букв. Итак, немножко размялись с ребятами. Я думаю, они уже входят в форму. Был ли какой-то сложный вопрос? Никита? Нет. Не было. Настя? Ртуть, знаю. может быть. Палитру ты быстро отгадала, как только поняла, что это. Хорошо, интересный факт. На Земле есть место, в котором можно мгновенно переноситься в будущее. Оно находится на восточной границе Афганистана. Кусочек страны вдается в территорию Китая, и там время разница в 3,5 часа. То есть можно шагнуть и
переместиться на 3,5 часа. Вот. Если вам нужно будет отметить Новый год 2 раза, например, можно поехать туда и отметить, немножечко кинуть желание в бокал, потом переместиться и сделать это 2-й раз. Новый год еще далеко, но мы с вами уже ощущаем где-то там Jingle Bells полным ходом. Хорошо. Дальше у нас идет рубрика «География». Узнаем у ребят, как они относятся к этой рубрике. Никита? Тяжелый вздох. Очень нейтрально. Очень нейтрально. Настя? Хорошо. Хорошо относишься, Вера? Да. Ну, Никита, держись, сейчас Настя будет вырываться вперед. Поехали. Самая длинная параллель. Экватор. Огромная глыба льда в океане. Айсберг. Айсберг. Никита не оставляет шанса, Насте. Огромные волны в океане. Цунами. Цунами. Как называется извилистая дорога в горах? Тропики? Нет. Серпантин. Серпантин. На каком континенте нет рек? Антарктида. Да. Самая длинная река в мире? Амазонка. Нет. Нил. Да. Ну, такая информация, по крайней мере, у меня. Вот у меня тоже что либо Нил, либо Амазонка и Нил, они вроде, если брать с притоками или без притоков, допустим, по-разному. Прибор для определения сторон горизонта. Компас. Мгм. Мне подсказали, что Амазонку тоже засчитали. Так что все нормально, по разным результатам. Как называется жилище чукчей? Как... Где живут чукчи? Но это точно не игл. Молодец. Последняя буква алфавита? Я как-то... Ну, Ялта, что-то... ну не Ялта точно. Что-то такое. Давай, давай, давай. Яр, Я яр. не помню. Ну, не можем, наверное, засчитать. Никита, нет? Нет. Все, 3, 2, 1. Яранга. Яранга. Что соединяет Тихий океан и Атлантический? Какой-то пролив. Какой-то канал. Канал, точнее. Какой-то канал. Смотрите, летом надеваешь на голову Панамский канал. Панамский канал. Кто такие, ну это очень легкий вопрос, кто такие каннибалы? Это... Люди, которые едят людей. Обоим засчитаем, нажали одновременно. Так, эта гора названа в честь меня, шучу. Эта гора называется вершиной мира, и это Эверест. Эверест, да, да. А другое ее название? Джамаума. Джамалунгма, да, да. Я, конечно, я не Джамалунгмов, как вы понимаете, но Эверестов. Она бывает северная и южная. Тут вопрос можно два... Америка. Америка. Широта. А? Широта? Нет, здесь Или нет? можно было сказать Америка, можно было сказать, ну, наверное, Корея. Что представляет собой Пемза? Вулканическая порода. Молодец, застывшая лава, засчитываем. Какой элемент преобладает в ядре Земли? Ферум. Да. Ну, Феррум железо. это железо, и правильно, железо. Железо, да. Родина картофеля. Америка. Молодец. То есть Петр I, хотя привез картошку нам, понятно, но появилась она не здесь. Что регулирует, как регулируются приливы и отливы? Фазами Луны, наверное. Притяжением и фазами Луны. Отлично. Итак, география, в которой Настя думала, что вырвется вперед на этих санях, но неожиданно для Никиты оказались вопросы очень простые. Никита, ты в географии силен, как выяснилось? Более-менее. Какой вопрос был для тебя самым сложным? Не было такого. Уверенный в себе, Никита. Всё еще Настя, фаза- Половина. Половина вопросов были сложные. Да. Фазенда Ну, лидирует. Ну, наверное, Фазенда, ты все еще помнишь ту игру. Отлично. Ну, Яранга, может быть, для вас был сложным А, ну вопросом, да. действительно. Ты сказал не иглу, и хорошо. Итак, интересный факт. Известный ученый Чарльз Дарвин безумно боялся крови. И да, этот ученый, который придумал теорию эволюции, не терпел вида крови, в принципе, как и несколько известных писателей. Например, Маяковский боялся, что умрет от заражения крови, поэтому после каждого пожатия руки поэта или друга он мыл свои руки, чем вызывал, конечно, раздражение и, наоборот, какие-то небольшие ранки. А его отец умер от того как раз, что порезался об гвоздь и умер от заражения, поэтому у него была такая болезнь. Так что мы видим, что творческие такие люди интеллекта, они немножечко подвержены вот таким вот страхам. Итак, как вы думаете, какая у нас будет дальше область? Биология. 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 Подсказка была, я думаю, более чем подходящая. Итак, и птица, и фрукт. Киви. Киви. Ел киви? Да. А птицу киви держал в руках?
Нет. Но в Не детстве доводилось. явно не ел, да? Хорошо. Сколько ног у паука? 6. 8. 8. 8. Самое быстрое четвероногое животное на Земле. Гепард. Или человек, который сдал ЕГЭ и бежит домой радостный, да? Тоже можно, наверное, зачитать. У вас скоро ОГЭ, наверное, уже через год. У какого животного жир зеленого цвета? Вы такие, что? Крокодил? может? Да, молодец. Знал или догадался? Знал. Знал. Ну, не у киви, да, почему-то? С киви много жира, конечно, не выжмешь. С крокодила еще Ну да. более-менее что-нибудь. Самая маленькая птица в мире. Колибри. Молодец. Какая нить в природе самая тонкая? Паутина? Молодец. Не шелкопряд, да, оказывается, а паутина. Сколько костей в организме человека? Примерно. 220. Ровно, молодец, да, 220. молодец. Красные клетки крови. Эритроцит? Мгм. Каким веществом покрыта коронка зуба нашего? Эмаль? Мгм. Какой пигмент определяет цвет кожи? А, так, пигмент. Ну да, как он называется? Первая буква моего имени. Это фамилия. Первая буква у меня. Моя мама. Ну, она нажала. Давай, 3, 2. На солнце ты еще боишься этого. 1, 0, Никита. Меланин. Меланин. Хорошо. Правильно я понимаю? На солнце мы же побаиваемся меланина. Да. Так, сосуды, по которым течет кровь от сердца. Артерии. Артерии. Молодец. Самая высокая трава семейства злаковых. Панды любят ее. Бамбук? Да. Как сразу про панд ты понял, да? Ты видел, как панды в зоопарке едят бамбук? Я знаю это. Как называется плод картофеля? Ягода. Ягода. Это ты уже барабанную дробь подбиваешь, да? Какой цветок является символом Японии? Сакура. К сожалению, нет. Хризантема? Да? Откуда ты это знал? Погодите, может быть, у него очки с просветом, он смотрит сюда и видит сквозь мою табличку? Надо снять Хризантема. Ты увлекаешься Японией? Да. Или это где-то в аниме было? И то, и другое, по идее. Ты не знала? Нет. Какую траву любят кошки? Ну, не любят, а кайфуют. Кошачья мята. Валериана или кошачий мят, да. Какое растение дает лучший мед? Ну, лучший относительно, давайте так скажем, классический мед. Липовый мед? Да. Липа? Да. Из древесины какого дерева делают спички? Подсказку даю. Береза. Нет, подсказку даю. Этого боится Влад Цепиш Дракула. Осина. Осина, да. Осиновый кол. Чуть поторопилась. Хорошо. Как вам эта рубрика прошла? Биология? Более-менее. Полегче. Более-менее. Полегче, чем география? Да. А думала ты, что география тебя спасет? Можем ли мы сказать, что по биологии вам знания сегодняшние где-то пригодятся? Какой-то вопрос показался вам? Ух ты, вот таким вот. Никита, зеленый жир? Ну, более-менее, да. Более-менее. Настя, что тебе запомнилось? Хризантема. Хризантема. да. Оказывается, да, я тоже думал сакура. Такие дела. Интересный факт. Сенсорные телефоны работают благодаря физике человеческого тела. Когда мы касаемся экрана, мы Проводим отдаем ток? часть своего тепла. Да. Это не вопрос, но ты хотел что-то сказать. Ты можешь это сказать. Что ты хотел сказать? Там наше тело еще вроде ток какой-то проводит. Да, мы передаем небольшое это другое? количество электрических зарядов, Да. да, которые регистрируются техникой, и так работает, собственно, сенсор. Как вы понимаете, дальше нас ждет рубрика Физика? Физика. Как вы относитесь к физике? Яблоки падают на голову, идеи приходят? На голову падает только снег. Великий английский физик, в честь которого названа единица силы. Ньютон? Мгм. Какой прибор служит для измерения скорости? Спидометр? Мгм. Изобретатель радио, который наш. Их на самом деле 3, но который наш. Попов? Мгм. Относительно самый первый. На самом деле, если этот вопрос изучать, там и итальянец один как будто бы Эйнштейн первый. вроде был, нет? Вот, кто-то говорит, что Эйнштейн. Вроде Эйнштейн Вот, первый. кто-то вообще Тесла называет, да. Но я поэтому уточнил, что наш, потому что относительно есть прям 3 одновременно почти изобретения. Самая большая единица массы. Тонна? Тонна относительно, да. Прибор для измерения силы. Длинное слово. Динамометр. Да, да. Когда-нибудь использовал прибор с динамо? Может быть, фонарик с динамо или еще что-нибудь? Фонарик с динамо нет, но был такой фонарик, где вот крутишь, он светит. Так это и есть здесь А, динамов, да? В Советском Союзе очень были популярны, потому что не нужно было батарейки вставлять, просто крутишь, он такой силу набирает и потом светит. Итак, сколько у нас есть цветов?
в спектре? А, в спектре 7. Мгм. А, в спектре 7, а так 1 090 000. Не, я думал, Знала, что цветов. 7? Ну да. Я думал, Что сомневалась? цветочков Не этих. знаю. А, цветочков. Ну, и считал. Так, и не забудь хризантему, да? Конечно Просто же, да? вопросы очень сложно поставлены будто. Их можно перефразировать так, что можно сразу... Но это система ЕГЭ. Ты видел, как в ЕГЭ, в ОГЭ вопросы ставят, так, чтобы максимально вас запутать? Какое количество полюсов имеет магнит? 2. Мгм. На Северный или на Южный полюс хотел бы слетать? Это вопрос бескорыстный. Возможно. Возможно? Да. Настя? Нет. На пингвинов посмотреть? Нет? Не Лучше в хочу. теплые края, да? Да. Куда-нибудь, например, где фазенда, да? Это, может быть, туда. Температура кипения воды? 0 градусов. 100 градусов. 100 градусов. Не пугай меня. 0, наверное, замерзание все-таки, да? Все-таки тебя тянет на Северный и Южный полюс, а говоришь. Так, прибор для измерения атмосферного давления. Барометр. Мгм. Наука, изучающая звуковые волны. Акустика. Мгм. На акустической гитаре играл когда-нибудь? Да. А на электро? Ну, сегодня буквально. Буквально сегодня. Да. Какой больше тебе вид нравится гитары? В форме? Акустическая, я имею в виду, по А, содержанию. электро, конечно, она универсальная. И потому что девчонки любят электрический рок, да? Никита? Возможно. Настя, ты на гитаре когда-нибудь играл? Ну да, на обычный. На акустической гитаре, Да. да, такой на душевной. Вот можете уже группу сделать свою. Итак, назвать ее как-нибудь, например, фазенда. Так, автор теории относительности. Сегодня мы как раз его фамилию упоминали. Эйнштейн? Конечно, Альберт Эйнштейн. Единица электрического сопротивления. Очень короткое слово. 4 буквы. 2. 2? 2. Так, повторите вопрос. Единица электрического сопротивления. 2 буквы. М, Давай, все. о, Вот первая буква есть, да? Вторая. О. Вторая. Я вижу, что Никита уже готов. Настя, 3, 2, 1. Все, Никита. Ома. Ом. 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 Ома. Омы. Ом. Просто ом. Да. Хорошо. Прибор для измерения силы тока. Первая буква алфавита начинается. Амперометр? Амперметр. Засчитываем. Вопрос посложнее. Чему равно ускорение свободного падения? 10. Извини, на секунду раньше Окей. нажала Настя. атмосферное давление, нормальное атмосферное Чему равно ускорение свободного падения? давление. Где там 10. атмосферное падение? Такая. 10 килограмм на квадратный... нет. Ну, 10 правильно, а дальше что-то какая-то началась 10. абракадабра. М, Я не помню единицу измерения. 10, Э, 10. Ускорение 10 метров на килограмм в кубе? Ой, в квадрате? Нет? Ну, давайте по баллу дадим, да? Были максимально оба близки. Прибор для измерения времени. Часы. Да. И счетная машинка и единица измерения давления. Не знаю. Сложный вопрос. Паскаль. Прибор для измерения напряжения. Была такая собака еще мультик. Вольт. Прибор называется Вольт. в конце Вольтер. вольт. Вольтшаг. Вольт-шаг, нет. Вольтметр. Вольтметр засчитываем. Вольт-шаг это было очень классное изобретение. Новое. Итак, данная рубрика у нас здесь закончилась. Ребята, я уже чувствую, не в каком-то легком таком ощущении. Они видят сложные вопросы. Какой вопрос показался тебе здесь наиболее интересным и сложным, Никита? Хотя, казалось бы, физика, да? Я все знаю. Все знаешь? Ты все эти знал? Да. Ну, с Омом какие-то были сомнения у тебя, пока Настя отвечала. Настя? Вот эти всякие штуки для измерения. Вот эти всякие штуки, половина наших вопросов, вот эти всякие штуки. Физика, зачем нам физика, да? Телефоны, цифровая техника, зачем? Давай будем палкой бить по палке, а потом охотиться на куриц голыми руками. Да, физика, в принципе, там не нужна. Интересный факт. Посередине Тихого океана есть большое пятно. Так называется скопление пластика. К сожалению, человек оставляет много отходов, и ученые предполагают, что этот остров будет расти и находиться, и там находится где-то 100 миллион тонн мусора. Кошмар? Кошмар. Давайте оставлять меньше мусора. Вот такой какой-то у нас сегодня призыв. Предполагаю, следующая тема экология? Рядом. Секрет. Рубрика «Секрет» с упором, я бы сказал, ты уже был совсем рядом. Тема секретная у нас, как вы предполагаете, какая?
Не экология, но рядом. Охрана Экономика? природы. М? Охрана природы. Рядом. Моря и океаны. Ага. Моря и океаны. А, Сильная тема, слабая, Никита? Слабая. Слабая, Настя? Думаешь, что... Мне кажется, слабая. Знаешь все моря и океаны ты? Да. Никита? Почти. я что-то читал. Много читал. Что-то читал. Хорошо, скромно. Самый маленький океан. Атлантический... Ой, Все, Атлантический. Так, Индийский океан. Нет. Вы с ума зашли. Ну, давай второй раз попытку. Север... Ледовитый. Северный ледовитый. А, Я Какое перепутал. море расположено южнее? Черное или красное? Красный. Мгм. Частью какого океана является Балтийское море? Атлантического? Вот тут Атлантический. Второй по величине океан на Земле. а, так. Атлантический. Атлантический. Южный считается тут или нет океан? Наверное, нет. Мы считаем по какой-то такой Тогда системе. без южного. Что Атлантический, да. Какое море Атлантического океана покрыто водорослями? Как будто змея шипит. 2, 1. Саргассово. Саргассово. Море Тихого... А говорите, все знают, все, никогда не поедете на Саргассово море. Море Тихого океана, где множество кораллов есть. Ну, коралловое море. Коралловое море. В каком направлении пересекал океан Атлантический Христофор Колумб? В северном направлении. Ничего себе. Нет. В северном. Что же он искал, Христофор Колумб, в северном направлении? Запад, наверное. Откуда куда? С востока, с востока на запад. Да, правильно, с востока на запад. Интересно, если бы он на север поехал. Нашел бы не Америку. Какой географический объект назван в честь мореплавателя, совершившего первое в мире кругосветное путешествие? Есть такой объект где-то. Магелланов пролив. Магалланов пролив, у нас еще есть Магелланово облако, так что да, есть такой человек, был. Каким каналом соединяются Средиземное и Красное море? 3, 2, 1. Пропускаем Суэцкий. Так, частью какого океана является Северное море? Северного ледовитого. Нет. Тихого? Нет. Атлантический. Сколько океанов омывает Антарктиду? 3. Молодец. Сколько на свете есть океанов? 4. С южным 5. С южным 5. Хорошо, хорошо. Мгм. Итак, сложная была рубрика Нет. «Моря и океаны». Нормально. Ну, пару вопросов может. На каком море вы бы хотели это лето провести? Приближающееся. На море? Да. Либо на Черном, либо на Японском. Никита? Из всех морей мира. Японская, наверное, все-таки. Японская? Да. Вот, может быть, там бы и увиделись. И встретились бы и сказали, вот, хризантемы. Потому что в Японии. Может быть, а там и до Фазенды доехать можно, Никита, да? Итак, дальше нас ждет блиц. Готовы? Максимально быстро отвечаем. Да. Речь ваша должна быть как молния. Если какой-то вопрос нам покажется непонятным, мы его пропускаем. Вопросов много. Что случится с голубым шарфом, если положить его в воду? Он намокнет? Да. У кого есть шапка без головы, нога без сапога? Шапка есть, головы нет, нога есть, сапога нет. Это можно добавить в салат, это можно добавить в суп, например. Осенью ходят. Гриб, молодец. Ходила по грибы? Да, А по ягоды? да. Молодец, все в банке закатываешь на зиму. На сколько частей разделен отрезок, если на нем 3 точки? На 3. Нет, на 2. На 4. На 4, верно. На 3, на 2. На одну. Чем больше из нее берешь, тем больше она становится. Что-то можно брать, а она все больше, а ты из нее берешь больше. Вода. Вода? Ну как, вот ты берешь воды, из ванны забрала ладошку, там больше стало? Так, сейчас. Яма! Идем дальше. Пингвин. Это Птица. птица. Кто-то мог бы ответить зверь. Да, но если его разозлить и долго не кормить, он покажет свою звериную натуру. Сколько дюжина? Это сколько? 12. Что принадлежит вам, однако другие пользуются чаще, чем вы? Имя. Молодец. Чем кончается все? Всем. А? Всем. Йо. Йо. А можно было сказать хорошим? Но это не каждый поймет. Ну ладно, такое. Кто спит головой вниз?
Летучая мышь? Мгм. И человек, который скоро будет задавать ЕГЭ, наверное, да, тоже. Какое колесо автомобиля не вращается? Запасное. Мгм. У 7 братьев по одной сестре. Много ли сестер? Одна. Мгм. А ты сколько хотел сказать? Тоже одна? Одна. Ну, давайте обоим дадим балл. Когда козе исполнилось 7 лет, что будет с ней дальше? Козе исполнилось 7 лет. Козе. Вот 7 лет, а потом что будет с ней дальше? Она будет расти дальше? Ну, нет. Козе исполнилось 7 лет, что с ним будет Что дальше? будет дальше с ней, да? Ну, она травку пойдет Ты кушать. как будто в правильном направлении почувствовала энергию, вайп у козы. Ей исполнится 8. Молодец, конечно. Если, конечно, ее не убьют. Ну Да? Да. Кто ходит сидя? Интересно, кто ходит сидя? Я думаю... Шахматист. Молодец. Шахматы любишь? Не очень. Шашки больше? Вообще не... Хотя, не в том казалось бы, направлении. очень подходящая, да, игра для интеллектуального развития. А настольные игры больше любишь? Или двигательные? Ну, наверное, все-таки что-то более настольное. И электрогитару. Мы это выяснили. Хорошо. На что похожа половина яблока? На значок Apple. Наши современные дети не пропадут. Нет. Ну, представьте, вы берете яблоко, пополам его режете. На что похожа половина яблока? Для детей совсем маленьких, 4-5 лет. Половина яблока. На вторую половину яблока, да, засчитываем. На какой вопрос нельзя ответить «да»? Спишь? Молодец. Хотя некоторым... Я знаю этот вопрос. Знаешь? Да. Так, 9 умножить на 8. 72. Чуть-чуть подумала, ну ладно. Когда хочешь спать, почему идешь на кровать? Такая. Это же логично. Ну, давай. Ну, она не нажималась. Чтобы лечь спать. Нет. Когда идешь спать, почему идешь в кровать? Почему идешь? По полу. Да. Что у Бориса впереди, а у Глеба сзади? Б. Молодец. Буква. Буква Б. Какое лекарство принял кот Леопольд? Я надеюсь, этот мультик вы видели когда-нибудь классный. Чтобы стать злым. Зверин? Молодец. Вот, я думал, Леопольда... Азверин. Лекарство Азверин. Азверин? В обычной аптеке не купишь. Она осталась где-то в Советском Союзе. Итак, чертова дюжина — это сколько? 13. 13. Сколько фильмов у нас есть с этим названием, да? Итак, еще есть несколько вопросов. Соберитесь, энергия должна буквально буравить ваш мозг. Когда гусь стоит на 2 ногах, представили все гуся, он весит 4 килограмма. Сколько он будет весить на одной ноге? 4 килограмма. 4 килограмма. У нас все еще загадки из 1 класса или даже садика. Что станет с красным мячиком, если он упадет в Черное море? Ничего. Он останется Вообще красным. ничего? Он намокнет. Он намокнет, как с шарфиком, да? Итак, у нас закончился сегодня раунд. Мы узнаем, кто занимает 3-е место на передаче «Эрудит» на телеканале «Якутия-24». Пока подсчитывают баллы, я хочу узнать от ребят, узнали ли вы что-то новое, пока приходили к нам на передачу? Да. Крокодилий жир. Крокодилий жир? Да. Хорошо. Буквально вчера об этом прочитал. Да, что он зеленый? Да. Видишь, как хорошо. Настя? Много чего нового. Много чего нового. Да. Итак, волнительный момент, дорогие друзья. Мы знаем, наконец, кто сегодня у нас в этой интеллектуальной битве. Здесь, на телеканале «Якутия-24» в передаче «Эрудит» побеждает, отвечает на большое количество вопросов и оставляет своего соперника позади. У нас есть замечательные призы, конечно, прежде чем я вручу их, я озвучу, что, во-первых, это есть приз от Wing, да, доступ к различному классному контенту, который подходит и тем, кто занимается интеллектом, развитием своим, и тем, кто хочет немножко отдохнуть и узнать что-то интересное. Например, что жир крокодила зеленый, да? Например, что-то про фазенду. Также у нас есть приз от Ростелеком лицей. Я думаю, что классный приз. Я, может быть, хотел бы его забрать себе, но нет, здесь у нас сегодня другой победитель. И это Никита Ильичев. Аплодисменты, ребята. Спасибо. Пожмите друг другу руки. Никита вырывается вперед. Я думаю, Насте Спасибо. не обидно. Она не в первый раз к нам приходит и показывает классные и интересные результаты. Скрашивает каждый наш эфир. Я думаю, что зрители тоже болели и за Настю, и за Никиту, и даже за меня. Так, ребята, позвольте мне вручить вам. Настя, Никита. Спасибо. Молодцы, Настя, молодцы. Итак, сегодня передача «Эрудит» закончилась. Обязательно развивайте свой интеллект,
читайте книги, любите жизнь. В следующий раз смотрите финал. Мы узнаем, кто победил в нашем сезоне, кто прорвался на самую вершину Олимпа программы «Эрудит». Все, увидимся, ребята. Не забывайте, от вас зависит, как будет выглядеть ваше интеллектуальное окружение.